Так, ТикТок тоже начался. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 28 июня 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Реалити и на канале ТикТок Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Так, как видно вроде нормально. Так, немножечко, наверное, надо подвинуть. И самому подвинуться. Итак, 16 часов 9 минут по центральноевропейскому времени, 17 часов 9 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Как обычно, начиная свой стрим, я расскажу вам информацию, которую каждый день публикует на странице Генеральный штаб на странице Facebook о потерях русских террористов, которые пришли на свободную землю Украины. 1170 террористов и оккупантов уничтожено и ранено за прошедшие сутки, 24 танка, 21 боевая бронированная машина, 60 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 3 антиаэркрафта, 1 самолет, отдельно слава ЗСУ, 50 БПЛА, 5 крылатых ракет, 46 автомобилей техники и цистерны, 11 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ! Вот такие вот дела, друзья. Витаю, Домитив. Здравствуйте. Героям слава. Витаю, слава Украине, славочки. Героям слава, Домитив. Рад, что вы с нами, Домитив. Так. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте стрим. Ссылку на наш стрим есть, если вы не находитесь в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так, ждем. Валейк салам, Шамиль. И все будет Ичкерия. Да, Алмула. Друзья, хорошая новость. Google, как мы знаем, я ее публиковал у себя в YouTube. В Google Translate полностью включен чеченский язык, аварский язык, абхазский язык и осетинские языки. 4 ранее недоступных языков Кавказа, абхазский, аварский, чеченский, осетинский, стали доступны в сервисе перевода Google. Добавление в пятницу 110 языков стало первым случаем включения новых языков Кавказа Google Translate с мая 2010 года. То есть их было 110, и теперь их добавили еще 4 языка. Это абхазский, аварский, чеченский и осетинский. Друзья, это говорит о том, что абхазский, аварский, чеченский, осетинский языки навеки вечные теперь будут спасены и сохранены. Навеки вечные. Если эти языки оказались в Google, то все. Господи, благослови Америку и Google. Поздравляю всех абхазов, аварцев, чеченцев и осетинцев этим отличным просто шагом Google. Такс. Валейкум салам. Осетинский почему добавили, Бог упомянул? Что значит, почему добавили осетинский? Что это такое, да? Что за предвзятость? Валейкум салам, валейкум салам. Так, как здесь это все регулируется? Я уже что-то не разбираюсь. Вот так это, по-моему, регулируется. Итак, друзья, сегодняшний свой стрим я назвал «Атаки на синагоги и церкви на России, ГРУ и ФСБ под флагом ИГИЛ».
от 28 июня 2024 года. Давайте об этом и о многом другом поговорим, друзья. Как мы знаем, 23 июня в Махачкале и Дербенте были атакованы полицейские и церкви, и синагоги. Пост ДПС был атакован, и синагоги, и церкви. Много, конечно, очень странного в этой истории, и с учетом той информации, которая у нас, опыта, который у нас имеется, можно сказать, что мы не сомневаемся, что это операция ГРУ и ФСБ. ФСБ это главное, то есть НАК, так называемый Национальный антитеррористический комитет, по-моему, так это расшифровывается. И они атаковали. Дело в том, там может быть, знаете, новые факты появляются, новая информация. Может быть какая-то атака планировалась, там есть погибшие террористы, которые нападали. И российские средства массовой информации и Мелихов, или Мелихов, как его зовут, глава Дагестана, сообщает о том, что синагоги атаковали, церкви атаковали, хотя в Махачкале синагога, практически ее никто не атаковывал, и там обстреляли, рядом все это происходило с синагогой, говорят. Но она не сгорела, ее не обстреливали. Но в Дербенте сыновья главы Сергокалинского района подожгли эту синагогу и попытались скрыться, как сообщают. И были ликвидированы. Выяснилось, полицейскими были ликвидированы. Выяснилось, что эти люди являются сыновьями, и один из них племянник, двое сыновей была информация, потом один, потом опять двое. Не разберешь. Сам вот этот Магомед Амаров, отец, вот эти, глава Сергокалинского района, была информация, ее нужно проверить, конечно же, что он генерал в отставке, военный генерал в отставке. И автоматически складывается картина. Если папа генерал, а сыновья на районе уже всех достали, у него их там 8 или 10 там, детей, или даже сыновей 8 или 10. Обычно люди, которые на Кавказе служат России, раньше, конечно, у всех были большие семьи, я вот заметил одну такую закономерность. Люди, которые служат России и убивают своих сограждан, своих сородичей, они заводят много детей, понимая, что им придется платить по счетам, они надежных себе людей собирают вокруг себя. И это очень важно, иметь верных, надежных людей. Братья, они будут, семья, они будут самыми верными, наверное. И вот получается, что сыновья главы администрации атакуют синагоги, их расстреливают ментов, ментов расстреливали в Махачкале. И вот одновременно было нападение в Махачкале и в Дербенте. Возможно, какая-то группа готовила террористический акт. Какая-то группа, в которой входили там 1, 2, 3 человека, которые не являются работниками российских спецслужб, но их ведут, такое тоже можно допустить, чтобы было понятно, атакуют в Махачкале ментов и убивают попа церкви, священнослужителя. Сейчас поступает информация, что ему горло не перерезали, а он был застрелен. Он и, вероятно, сторож этой церкви. Кстати говоря, мусульманин, дагестанец, который убит. Но это не имеет значения. Про самого священнослужителя, так называемого, говорят, что разные тут фотографии гуляют.
эти атаковавшие не перерезали, говорят, сейчас сообщается, говорят, не перерезали горло, а, не перерезали горло попу, а просто его застрелили. И тут возникает такая вот странная вещь. А, Руководство Дагестана в лице Мелихова, средства массовой пропаганды российские усиленно пытаются показать, что ну вот, атака была не на ментов, которых, кстати говоря, погибло по разным данным там, от 15 до 20 человек. Там говорят 18 еще, ну неизвестно, 20 была информация. И в итоге получается, что весь фокус внимания пытаются не на ментов переключить, убитых, большая же трагедия, столько человек погибло, а переключить на синагоги и на церкви. И, возможно, была операция под контролем, полностью под управлением российских спецслужб, нападение, причем как это было в Крокус-Сити. Я не сомневаюсь, что в Крокус-Сити точно было не только эти 4 людей, которые были задержаны, и нам всем показывали, отрезали ухо ему, одному из них и так далее. Но еще была другая группа, которая занималась массовыми убийствами, поджогом и так далее, и так далее. И эти 4 таджиков тогда в Крокус-Сити, скорее всего, были такими отводящими. И в Дагестане это частая такая практика российских ГРУ и ФСБ, когда они используют каких-то людей и потом их ликвидируют. Убитые в Махачкале, по-моему, если я не ошибаюсь, забаррикадировались в доме и их там расстреляли. Это тоже такая распространенная практика российских террористических служб, которые сажают людей в дом, окружают его и расстреливают. Понимаете? Вот много-много таких случаев, когда они вот таким вот образом выставляют людей, которых они считают там ваххабитами, радикалами, ну просто им нужно там звездочку на погоны, какого-нибудь там бедолагу берут и используют вот на так называемый результат. На так называемый результат. Поэтому сомнений в том, что за этой атакой на синагоги и церкви стоят российские спецслужбы, у меня нет ни на секунду, абсолютно 100%. Но есть вероятность, что там были не просто ГРУшники, которые атаковали, но были и жертвы, которые должны были быть использованы, чтобы перевести стрелки и показать, вот предоставить общественности тела убитых людей и сказать, что вот это они все сделали. Но благодаря тому, что в Дербенте менты, дербентская полиция ликвидировала поджигателей синагоги, благодаря этому нам стало ясно, что за этим стоят действующие люди из российской власти. Из российской власти. Так, секунду. Дай момент. После каких событий, албанец? После каких событий пост МВД был атакован? Объясни мне, пожалуйста. Что-то я не понял, о чем ты говоришь. Так, что у нас тут в ТикТок? Здесь мне сейчас писал один деятель, друзья. Один деятель, который
сам вымазан весь в грязных фекалиях и за чистоту чеченцев борется. И на этом делает хайп. На самом деле сам полностью обмазан фекалиями и все равно продолжает вычищать или ряды чеченцев. Совершенно верно, Раяна. Вот этот деятель, не буду называть его имя, есть тут такой один с репой, как обычно, два волоска рядых, который рассказывает нам, что нужно соблюдать чистоту в чеченском обществе. Сам, вероятно, не чеченец этот человек, но очень активно рассказывает нам про чеченцев. Причем он не говорит про мобилизацию, про геноцид чеченского народа, ничего. Просто служит российскому режиму. И вот усиленно его раскручивает. И Раяна, это тот именно, которому ты ответила. Баркалхон, да и что ответила ему. Добрый день, Татьяна, здравствуйте. Так, после церкви и синагоги, говорит. Валейк салам, Анзор, Машур. Разве не сперва была атака одновременно и на церкви, и на ДПС пост? Короче, им обещали крупную сумму денег и после исполнения убили, чтобы не проговорили, чтобы валить на мусульман. Отличная версия, Мухаммад. Деньги, конечно же, там присутствуют, потому что никаких идейных людей там нет, абсолютно напрочь. Идеи там... Поймите одно, если человек глава администрации в Дагестане, это человек как минимум, а он, говорят, и генерал в отставке, военный генерал, вероятно. По крайней мере, если человек столько лет находится во власти, общается, видит, да, и не молодой человек, то он прекрасно знает, что вот это все исламистское подполье полностью находится под контролем ФСБ и ГРУ. Это абсолютно стопроцентный факт. У них не хватает вот этих радикальных ваххабитов, им не хватает. Я вам расскажу, как я это не рассказывал, как они делают бойцов ИГИЛ. Дело в том, что в 2016 и в конце и в начале 2017 года русские террористы во главе с главарем банды УФСБ по Чеченской Республике, временно оккупированной, Игорь Хвостиков, дал список чеченцев, несколько сот человек, которые вооруженные силы ФСБ под названием, вот эта банда Ахмат-2 называется, вооруженные силы ФСБ, которую возглавлял Аслан Ирисханов, который сейчас занимает там пост МВД, зам МВД, кто он там, или в Грозном какой-то чиновник, перевели его от начальника второго полка имени Ахмада Кадырова, вооруженных сил ФСБ. Они задержали несколько сот человек, пытали их очень сильно, и после этого определили около 100 человек, которых они назвали амирами, то есть там, главарями, главными вот, в религиозном вот в этом всем деле. Затем они заставили их подписать подписку о невыезде, они дали эту подписку, подписали, их завели в другую соседнюю комнату, в одном месте полк имени Ахмада Кадырова, второй полк имени Ахмада Кадырова, казнил одновременно 13 человек, 13 мужчин в одном месте. Новая газета сказала про 27 фамилий казненных тогда. У меня информация поступает, есть свидетели этому, который может это подтвердить. До 100 человек тогда было казнено. До 100. Затем, после того, как они пишут подписку о невыезде, их телефоны отправляются в Сирию, тогда идет 16-17 это год,
отправляются в Сирию, оттуда они посылают сообщения, их люди с их телефонов посылают сообщения, что я там добрался до Сирии, я на джихаде, не волнуйтесь, все, там, я буду тут и так далее. Тела убитых в Чечне уничтожаются, кого-то хоронят на русских кладбищах, на христианских кладбищах, чтобы не искали, кого-то сжигают на покрышках и тела бросают в воду, в реку. Также тела на свалках, на мусорках, избавляются от них, там хоронят их и так далее, и так далее. Ничего нового нет. Всегда КГБ, НКВД казнило чеченцев на Кавказе, чеченцев, ингушей. У нас есть такое место, Бароновка называется. Там находилось НКВД раньше. И они тела сбрасывали в Суджу, перемолов их через вот этот аппарат, который делает опилки, ну вот дерево обрабатывает. Через них тогда они делали. И сейчас они тем же самым занимаются, уничтожали тела. Затем подготовленные люди отправлялись кавказской внешности, это в основном были дагестанцы, другие национальности, которые немного владели чеченским языком, среди них были люди, говорящие на чеченском языке хорошо. И вот эти 100 человек, фактически рота, отправлялась в ряды ИГИЛ. Представьте, под паспортами убитыми и казненными ими чеченцев. То есть еще в 2017 году у них была нехватка людей, которых они могли бы вербовать или же там отправлять в ряды ИГИЛ там, и террористические разных организаций, чтобы затем представлять чеченцев ярыми там, радикалами, фашистами, убийцами и так далее, и так далее. Так что то, что произошло в Дагестане, я не сомневаюсь ни на секунду. Полностью интернет, полностью телефоны, все полностью, не только прослушивается, фиксируется, все это сохраняется уже на 10 лет, если не больше, или навечно это все сохраняется. Сейчас при помощи современных технологий, искусственного интеллекта, они могут определять любую вещь, о которой вы говорите, даже намеками. Любой ваххабит, любой салафит, любой радикал становится таковым после того, как он потребляет пропаганду из интернета. Других источников уже нет, как мы знаем. И тот, кто потребляет этот контент из интернета в большом количестве, он сразу же берется под наблюдение. Если этот человек не следит за интернетом, если он не получает постоянную, свежую информацию, он не будет таким радикалом, он не будет знать, что делать и так далее. Далее, никогда за все это время ни в Дагестане, ни в других мусульманских республиках не атаковывались ни синагоги, ни церкви. Недавно в Грозном, временно оккупированной чеченской столице, бывшем Грозном, ныне городе Джохари, пару лет назад была атака на церковь, где все террористы были убиты, и такой сценарий получился, и террористы были ликвидированы, и там 1 или 2 человека, или вообще никто в церкви не пострадал, или кто-то был убит. Но это был такой же спектакль, который разыграли сейчас 23 июня в Дагестане. Поэтому все нападения, которые совершаются на религиозные святыни, без сомнения за этим стоят российские спецслужбы, потому что они сами неоднократно заявляли, что они исламский международный терроризм победили, никакого терроризма нет, все уже там и так далее, и так далее. Да и многие поняли, то после Сирии особенно, что все вот это большой фейк, что вас всех обманывают. И поэтому многие вот эти религиозные, более углубленные в религию люди, которые не являются там какими-то радикалами и не готовы там идти убивать там людей, исповедующих другую религию, или тех же мусульман, которые не согласны с их позицией, они просто закрылись и они ни в чем не участвуют. Фактически это такая закрытая группа, которая молчит и ничего никому не говорит о себе. Туда тоже внедряются, но они не представляют такой
угрозой для российских спецслужб. Но они являются очень хорошей кандидатурой для новых результатов для российских спецслужб. Выдергиваются вот эти религиозники, их уничтожают, и потом и борода есть, все знали, что он религиозный человек, но вот теперь вот у него что-то случилось в голове, и вот он напал и там убил и так далее. Такие вещи происходят регулярно, и мы все это знаем. Поэтому мой вывод: нападения на церкви, синагоги и дагестанских полицейских совершены российскими спецслужбами для мобилизации на войну. Для того, чтобы мобилизовать всех мусульман, которые живут на Кавказе, в частности в Дагестане. То же самое будет в Чеченской республике во временно оккупированной и в других республиках Кавказа. Для того, чтобы внушить этим людям, что вы виноваты, вы нападаете на синагоги, на церкви, убиваете ментов. Раз вы хотите воевать там больше против синагог, против евреев, значит, да, и против иудаизма, ну, в таком случае вот есть Украина, там президент еврей, там это союзник Украина, союзник Израиля, поэтому да, вот идите воюйте. И вот таким вот образом они хотят возбудить и ненависть мусульман к украинцам и отправить их воевать. И также сделать этих мусульман виноватыми, понимаете? Ведь они-то, многие вот эти салафиты, это русско-турецко-арабская идеология, которая вбивается, это радикальная форма, что запрещено в исламе, крайности радикальные формы. Иудеи и христиане не являются только лишь за то, что они иудеи и христиане врагами в исламе, наоборот, они считаются единобожниками, и что эти люди считаются, ну, на них можно жениться, там, ну, вот эти вещи, все это прописано в Коране. Не будем сейчас углубляться во все эти вещи, но за всю историю существования мусульман, это уже почти 1500 людей, 1500 лет, еврейские люди, иудеи жили среди мусульман, христиане жили среди мусульман, мусульмане жили среди христиан, Эфиопии их принимали, их защищали, и также и мусульмане защищали. То есть не было никогда вражды, именно вот ты христианин, ты мусульманин, ты иудей, вот в этом плане вот это самая страшная война, религиозная война, это самая страшная. Самое много людей на этой земле жестоко убивается во имя великих каких-то святых идей. И это ужасно все, что происходит. И вот нужно было сделать так, чтобы те мусульмане, которые живут на Кавказе, во-первых, которым понравилось, что атаковали церковь и синагогу, такие, я не сомневаюсь, тоже имелись. И им будет легко внушить, что да, вот смотри, твои же подельники, твои же единомышленники это сделали. Ну вот теперь иди ты воюй. Тебе форму дают, автомат, там, питание и так далее. Ну, короче говоря, по схеме отрабатывают. И мы должны как можно быстрее донести эту информацию до людей, чтобы люди понимали, что им грозит. То же самое касается Чеченской республики, Ичкерия, временно оккупированная, где Кадыров сейчас заявляет, что всех, кто нападет на ментов, будут убивать отца, брата там, и так далее, и так далее. Он это не просто говорит, это он делает на самом деле неоднократно, но делает не он, а делает ну, его руками делает ФСБ. Это делает ГРУ и ФСБ. Главное ФСБ. И в Чеченской республике временно оккупированной, и в российской провинции Дагестан. Главные главари это ФСБ. Хотя сила и определенные навыки больше, конечно же, у ГРУ, которые непосредственно занимаются вот этими убийствами. Давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Салам всем патриотам, долой Российской империи. Салам, Ливан, салам, Амаджоба Генацвали. Мой двоюродный брат на митинге подрался в Москве против 3 ОМОН, Саид Магомед Джумаев. 3 ОМОНовцев на митинге. И поддержку Навального скоро может выйти на свободу. Да, знаем.
Хачичуевой. Российские спецслужбы учились в советские времена, в том числе у немцев, говорит. Ну, Стелла, наверное, чему-то у немцев учились, потому что у немцев можно много чему научиться, в этом не поспоришь, это стопроцентный факт. Но, знаете, уничтожать людей русским, советским, ни у кого учиться не надо. Понимаете? Русская империя может преподать урок любому, как уничтожать целые народы. Россия уничтожала целые народы, когда еще не училась у немцев. Хотя она их уничтожала, когда во главе русской империи находились немцы, французы, австрийцы и так далее. Тоже странные, конечно, моменты, интересные моменты, но это было так. И как и сейчас, тоже Россия полностью была проамериканская, прозападная, в G7, G20, во всех крупных международных мероприятиях, там на самом верху Россия, и совершает геноцид чеченского народа. И все аплодируют. Путин приезжает, вы хотите, чтобы мы вам сделали, помните, он говорил, обрезание, приезжайте к нам, мы там сделаем. И все ха-ха, какой смешной, какой веселый Путин. Настоящий мужчина, мочит чурок разных, молодец. Это говорили здесь, в Германии. Здесь, в Германии, аплодировали Путину. Здесь, в Германии, посадили его на шею, когда геноцид чеченского народа шел. Немцы аплодировали, французы аплодировали, вся Европа аплодировала Путину. Когда русские уничтожали весь чеченский народ. Вот такая вот история получается, нелицеприятная, да, со всех сторон. Да, это почерк спецслужб России, империи, ФСБ и ГРУ. Совершают теракты на религиозной почве, чтобы дискредитировать кавказский народ и потом провести репрессии. Да, чтобы отправить их на войну против Украины. Так, Аслан, добрый вечер. Добрый, Карине. Что вы можете сказать про этого деятеля? Вы мне уже заходите и говорите, этот деятель является агентом российских спецслужб. Все, кто вокруг него, также являются. Вот эти блогеры, которых вы видели, я неоднократно перечислял. Халитов, Хасан, Тумсо Абдурахманов, Билакиев, Ислам, кто там еще, Янгулбаевы. Там есть сейчас в Лондоне, перебрался один при нашей помощи, при моей помощи моего друга, перебрался там один тоже есть блогер, за которого никто из этих, кого я сейчас перечислил, его не поддерживал. Мы его поддержали. Теперь он их постит и с ними он контачит, он их тут рассказывает. Ну, может быть, еще без образования человек, может, связано с этим, но просто по-человечески, когда ему была в Украине проблема, нужна была помощь, только мы откликнулись на эту помощь. Но как только он перебрался в Лондон, в Лондоне он уже рассказывает вот этих всех, вот этих, кого я перечислил, собирает и говорит о них. Как-то так. А вот этот Тумсо Абдурахманов был руководителем в ГУП, Федеральное государственное унитарное предприятие «Электросвязь», который занимался прослушками чеченцев и переводами. И по его вине погибло огромное количество людей. Огромное просто количество. Он занимался переводами, и сейчас он здесь вещает, якобы он антикадыровец там и так далее, и так далее. Да, они так делают, специально делают, чтобы знаете, занять место оппозиции, чтобы они были главными оппозиционерами. Они ему любую грязь будут говорить, главное, чтобы к ним привлекалось внимание. Сейчас они начали говорить о ориентации сына Рамзана Кадырова. И вот эти вещи, которые они тут вбрасывают, это делается, чтобы отвлечь внимание, и вот таким вот образом они люто ненавидят Кадырова, это правда. Кадыров убивал их, ГРУшников, ФСБшников, не знаю, ГРУшников Кадыров убивал.
братьев Ямадаевых он убил, героев России, там офицеров, полковников, там чуть ли не генералов. Маулади Байсарова они убили, тоже, это был агент ФСБ, по всей видимости, его они убили. Ну вот так, у них это у них заведено, так они друг друга мочат, такое есть у них. Поэтому вы не обманываетесь, если кто-то ругает Кадырова. Если он ругает Кадырова, это не значит, что он против России. Он за Россию. Сейчас, конечно, мы уже разоблачили его, и он вынужден иногда говорить про Россию. Но вначале он говорил только про Кадыров. И благодаря этому было понятно, что этот человек абсолютно не антироссийский. Он, да, хотя сейчас вот говорит такие вещи антироссийские. Ну, вот такие вот, чтобы вы знали, да, на всякий случай. Астан, который с Лондона про тебя хорошо отзывался, слышал, кому ему задавали вопросы в прямом эфире. Я не слышал никогда, чтобы он обо мне плохо отзывался. И я сейчас о нем не отзываюсь. Я его ругаю. Я не отзываюсь о нем плохо. Я ругаю из-за его неправильной позиции. Вот так это пускай. Я старше него, и я считаю, что если он этой деятельностью занимается, ее нужно делать правильно, а не угоду врагам. А ему эту поддержку, эти люди, которых он сейчас тут цитирует, показывает, легитимизирует, скажем так, эти люди слова за него не говорили. Никакой поддержки ему не было от них. Но когда все произошло, ему, кстати, еврей помогал. Еврей, его Дима Бимбант ему очень сильно помог. Он его переправил, помог перебраться. И не только Дима, там еще были люди. Несмотря на то, что он салафит, на то, что там 3-10, вроде парень так сам по себе не глупый, но при всем при этом какая-то странная вещь получается. Всех этих людей, он-то смотрит меня, я знаю, что он меня смотрит, не все, но иногда, наверное, смотрит. И он знает, кто такой вот эти Халитовы, Абдурахманов, Белакиев, вот эти все люди известны. Об этом я много-много раз говорил. Несмотря на это, он продолжает. И у меня закладывается такое странное мнение, почему этот человек себя так ведет, для чего он так делает. У меня, либо человек не образован и не понимает, что происходит, либо это целенаправленно делается. Не надо так делать. Как видно, Аслан, большинству этих блогеров, русскоязычных, люди системы имперской ФСБ и шной ФСБ, имперской ФСБ. Да, Ливан, знаете, у меня есть информация, я ее получил еще давно, что еще когда они готовились, сперва были вот эти редкие блогеры, а потом их уже массово начали выпускать, потому что эти уже не справлялись. И им платят 20, 25, 30 тысяч. Вот в ТикТок, который есть, блогеры, им платят 20-25 тысяч рублей. 200-300 евро им платят. И вот эти люди, дальше больше, чем у тебя больше подписчиков, больше работаешь и так далее. И вот эти люди занимаются вот всем они занимаются, кроме деоккупации и привлечения к ответственности тех, кто совершил геноцид чеченского народа. Вообще не упоминается. Очень странно, почему люди себя так ведут, возникает вопрос. Поэтому эти вещи мы должны вот как-то так, друзья. Давайте опять отвлекаюсь. Понятно. Так, шалом всем, модный доктор, шалом. Ассаламу алейкум. Как вы относитесь к чеченскому кодексу Нохчала? Актуален он для вас сегодня? Ва алейкум ассалам. Я, конечно же, к Нохчала отношусь хорошо, я Нохчи, соответственно, чечен, к кодексу чеченца я отношусь положительно. Но я также отношусь положительно к религии, к своей религии, которую исповедую. Но мы имеем дело с варварами, с бешеными животными, как назвал Путин тех, кто взорвал дома в 99 году. А мы все знаем, кто взорвал в 99 году дома.
И вот эти бешеные животные, которые живут на Лубянке, находятся на Лубянке и в Кремле, эти бешеные животные нашу религию, ну самое святое, это Нохчалла, в который входит и ислам. Мы мусульмане, почти 100%. Чеченцы это мусульмане. Так вот, нашу религию они так извратили, так ее испохабили, так ее радикализировали, так ее изменили, что она, самое святое для чеченцев, поклонение, оно стало ну, представлено как враждебно чеченцу, как наносящий вред. До того они радикализировали. То же самое они в Украине хотели сделать, про нацистов, националистов в Украине. Потому что вот эти националисты, которые борются за свободу Украины, ну, это самые, можно сказать, ну, соль, суть украинской нации. Без них, ну, нет той нации, которая существует. Ну и вот эту соль, вот эту суть украинской нации можно довести до радикализма, до абсурда, до фашизма, как доводили чеченский народ и его отношение к исламу. И вот, возвращаясь к Нохчалла, я скажу, и еще раз я скажу, и много раз это нужно чеченцам повторять, чтобы все понимали, массово появляется под видом Нохчалла, под видом чеченского кодекса, появляются абсолютно нацистские, фашистские вбросы. Массово появляется. Если появляется массово, я человек, который слежу за чеченским сегментом в интернете, могу сказать, что если это появляется массово, это значит делается спецслужбами. Спецслужбы это могут быть только российские или турецкие, которых я замечаю в этом деле, активно, массово направляющих чеченцев. Это делается, чтобы разделить на националистов чеченцев и на радикальных исламистов. Но никто не собирается объединять чеченцев, и чтобы они не разъединялись. Вот эту политику никто не ведет. Но ведется вот эта политика, причем использование Нохчалла, оно происходит, знаете, не так, как ради чеченцев, вот есть радикальный ислам, и вот чеченцы, а его нет среди чеченцев, радикального ислама, вот столечко. Вот столечко. Все, которые вы видите вот бородами и которые там какие-то вещи произносят, они не являются радикалами. Они спрятались за этими бородами по большей части и закрылись. Чеченское общество тоже очень закрытое. Очень-очень закрытое. А эти вообще закрылись, потому что они перепуганы. Весь мир их уничтожал, весь мир их жрал, весь мир радовался их горю, весь мир за счет их питался просто долгое время, показывая нас по телевизору, какие мы террористы, и создавалась такая информационная повестка. Ну, по крайней мере, в русскоязычном информационном поле так было. И сейчас не просто они противостоят радикальному исламу, что должно быть приветствоваться, это хорошо, но они доводят вот эту Нохчалла, чеченский национализм, до фашизма, до нацизма. Появляется свастика вот такая. Это такой чеченский орнамент, который нигде особо не был так распространен, отдельно как-то. Но сейчас его вплоть до уже на герб, чеченский герб, на чеченском гербу вверху находится месяц, круглый месяц. Волк и над волком месяц. Так вот, этот месяц заменяется вот этой свастикой. Ну, что угодно делается, чтобы довести до крайности. И подчеркнуть, понимаете, что вот Гитлер когда-то сказал, что чеченцы хорошие парни, и мы должны с ними заключить союз. Вот такая информация вбрасывалась. Это абсолютно фейк, абсолютная выдумка. Не говорил так Гитлер. Но чеченцу, молодому чеченцу, необразованному, который много чего не знает и который ненавидит фашистскую Россию, эта информация хорошо заходит. Потому что Гитлер воевал против советов, против русских. А чеченец, он не думает, молодой чеченец, он не думает, что кто такой был Гитлер, что Гитлер был такой же, как Сталин. Чуть-чуть получше, правда, Сталина, потому что Сталин был абсолютнейшее зло. Гитлер тоже, но Гитлер своих не убивал.
А этот своих больше убивал, чем кого-либо другого. И вот поэтому вот с этими вещами, с национализмом, с Нохчелла, сейчас, хотя это для нас святое, как и наша религия, мы должны к этому относиться очень осторожно, очень осторожно. И если мы на начальных этапах собьем эту волну, которую они пытаются нам сейчас навязать, то таким образом много молодых чеченцев не примут в этом участие им некого будет использовать. И сойдет на нет или маргинализируется. Вот это нацистские новые вот эти веяния, которые они нам сейчас пытаются навязать в чеченском обществе. Поэтому Нохчелла актуален, Нохчелла это суть чеченцев, но без крайних форм, которые сейчас, я абсолютно уверенно заявляю, что это целенаправленно забрасывается эта информация. Нам рассказывают, что Оштхо это отдельный народ, Мелхи это отдельный народ, Эхи это отдельный народ, Мюншбо, Грузия, Ашбеш, Кистинцы это отдельный народ и так далее, и так далее. То же самое, что они сделали с ингушами. Они также выделили несколько тейпов чеченских и начали потихоньку отделять их. И в итоге мы пришли к тому, что два народа появилось у нас. И сейчас продолжается в том же духе. То есть идет операция по разделению, по дезориентированию чеченцев, чтобы мы запутались, чтобы мы не знали, кто есть кто свой, кто чужой. Именно поэтому этот канал действует и будет действовать, чтобы нас не разделяли. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Чертовка, привет. Чертовка, ты знаешь, что аварские, абхазские, чеченские, осетинские языки теперь есть в Google Translate, Google переводчики. Ты знаешь, Чертовка? Так что всех осетин и тебя и всех осетин в твоем лице. Поздравляю с этим хорошим, суперским делом, да. Не, на звонок нельзя. Чеченцы никогда не делали геноцид, говорит человек с ником «Слава Руси». Нет, конечно. Нет, конечно. Слава Руси. Да? Русне я тебя буду называть. Хорошо, чтобы потом не вырезали и не говорили, что я говорю «Слава Руси», Русне. Да? Что Руси не говорю. Чеченцы никогда не делали геноцид. А если ты считаешь, что чеченцы делали геноцид, приведи мне фото, видео, решение суда не вашего, фашистского, а международного какого-нибудь суда, что мы делали геноцид. Или покажите мне фото, видео, ведь геноцид это же страшнейшее преступление. Где? Где? Массовые захоронения. Вы же оккупировали всю нашу территорию. На этой территории, например, вы можете спокойно провести эксгумацию и так далее, и так далее. В чем проблема? А что сейчас? Почему не проводите? Потому что нет. А на месте вот этой сердце Чечни есть мечеть, да, так называемая, турки выделяли. Турки и русские вместе нас исламизируют чеченцев. Они очень заботятся, русские очень волнуются об исламе в Чечне, и турки очень заботятся. Потому что они нас любят, понимаете, они хотят, чтобы мы попали в рай. И поэтому они нам строят мечети. Турция выделяет деньги на мечети. Она не выделяет там деньги, не принимает беженцев. Она беженцам, которые находятся в Турции, не помогает. Только своей агентуре. Остальных вообще никаких, ноль эмоций на него. Но вот они очень заботятся. Так вот, на месте мечетей, крупных больших мечетей, в Грозном, в других регионах Чеченской Республики Ичкерия, массовые захоронения.
Мечети построены на местах массовых захоронений. Не все, но очень много таких мечетей. Понимаете? Очень много. И если провести эксгумацию, вы увидите, что эти люди в основном погибли от осколочных там, и так далее ранений. Их никто не расстреливал и так далее. Хотя и расстрелы тоже русские проводили, но в основном люди гибли от обстрелов, от бомб, от ракет и так далее, и так далее. Поэтому, если вы считаете, что чеченцы провели над кем-то геноцид, приведите доказательства, покажите массовые захоронения, покажите фото, видео убитых, казней, как все это проходило и так далее. А этого всего нет. Это все очередной фейк, который выдумали, чтобы напасть на Чеченскую Республику. Как с распятым мальчиком в Украине и съеденных снегирях. Это все мы проходили, знаем. Мы знаем, когда вы с украинцами что-то говорите, русские, я к вам обращаюсь, мы знаем, что вы сделаете следующим, какой шаг вы сделаете следующий. Понимаете? Потому что вы все делаете по своей методичке, а мы уже выучили эти методы, которые вы у нас проводили во время оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, во время активной фазы геноцида. Ай, момент. Почему-то у меня пропадает. Яркость пропадает. Ну, давайте дальше. Здравствуйте, скажите, зачем ФСБшникам проплачивать теракт в Чечне? Неужели для того, чтобы террористов ненавидели? Ну, террористов-то само собой ненавидят, но для этого, во-первых, делается результат, зарабатываются деньги, делается карьера, все остальное. Плюс постоянное поддержание страха среди других людей. Понимаете, вы убиваете одного, объявляете его террористом, а все вокруг знают, что он не был террористом. Но их никто не слышит, во-первых. Во-вторых, они не могут об этом говорить, потому что они тоже станут потом террористами. Поэтому вокруг все знают, и это внушает страх. Все знают, что убили невинного человека, и все знают, что нужно молчать, чтобы тебя тоже не убили. Или ждать, пока по одному будут вот так выдергивать и казнить. Поэтому, конечно же, все делается ФСБ и их миньонами ГРУ. Здравствуйте, а кто, простите, для Нохчи чужой? Ну что значит чужой? Что вы в это вкладываете? Если вы имеете в виду, кто враг, то это имперская Россия, нынешняя Российская Федерация. Враг. Единственный враг чеченского народа. Ни Турция, ни арабы не являются врагами чеченского народа. Да, Турция вероломно, цинично, как всю свою историю была, подла политика Турции. Турецкий народ мы уважаем, огромная благодарность турецкому народу да даже слово сказанное, митинг проведенный, огромное спасибо. Но турецкая власть всегда была вероломна по отношению к чеченцам. И мы это помним и будем помнить. И никогда не будем доверять Турции. Особенно сейчас, когда все произошло, Турция поступила, турецкие спецслужбы поступили очень вероломно. Совместно с русскими они нам вредят. Но враг чужой, как вы говорите, это фашистская Россия, имперская Россия. Это враг, навеки вечный враг. Пока не будет полностью восстановлена справедливость в отношении чеченского народа. То есть деоккупирована страна, наказаны виновные преступники и выплачена контрибуция и компенсация жертвам и чеченскому народу, и чеченскому государству. С другой стороны, эти теракты, организованные Российской империей, большой интенсивностью говорят о том, что дела у этой империи плохи, и они делают это, чтобы сохранить влияние на Кавказе. Да, Ливан, влияние, да, и это вы правы, потому что забирать, мобилизовать людей, это да, использовать свое влияние.
Но дело в том, что они нас всех боятся. И они и русских боятся. Если бы россияне, русские в первую очередь, знали бы, как их власть боится, они бы умерли от гордыни. Но они зашуганы сами русские и все россияне. На Кавказе немножко по-другому. Немножко по-другому. Да, понимают, что весь мир против них, потому что закрыли вот этот исламский кокон, и все остальные враги. Хитро как они сделали. Сперва враг был Россия, русские империалисты, оккупанты на твоей земле, а потом резко стали врагами все. Понимаете, кафиры так называемые. Очень удобный трюк, который использовала Россия. Это чисто российский нарратив, ФСБшный нарратив для того, чтобы спрятаться за всеми кафирами, и русские как бы ни при чем. Потому что всех кафиров нужно теперь, с ними сражаться нужно, не с одними. К тебе пришел русский, оккупировал тебя русский, убивает тебя русский, сажает тебя русский, а ты ненавидишь всех кафиров. Ну, клинический идиотизм полностью просто. Полный просто клинический идиотизм. Но этому помогал и сам Запад, чтобы так подумали обыватели на Кавказе. Потому что Запад радовался, поощрял. Билл Клинтон выделил 6,5 миллиардов и сказал закончить малой кровью. Представьте себе, уничтожьте народ малой кровью. А малой кровью нас не уничтожить. Понимаете, закончить с нами нельзя. Нужно убить всех до единого. Тогда получится. Ну вот сейчас убили, сейчас молчание идет. Ничего. Пройдет 10-20 лет, и все станет на свои места. Понимаете? Идея. Дело не в чеченце. Чеченец, он такой же смертный, как все. Дело в идее, которая живет среди чеченцев. И для того, чтобы подчинить вот этих мужчин, которых нужно отправить на войну, да, и таким образом разгрузить Кавказ, тоже очень удобно, совершаются эти. Сейчас дагестанцы, все, кто носит бороды, все, кто ходит в мечети, они все будут репрессированы. Им объяснят, что вот вам понравилось. Они, наверное, писали там, синагогу правильно, там в WhatsApp группах, там где у них там в себе, там есть много клинических товарищей, которые вот это все делают. И им скажут, вот вы радовались за синагогу. Причем сами русские сожгли синагогу, ну, русские, условно говоря, Омаровых, если можно назвать русскими. Хотя, чем они не русские? И, может, только фамилии. Хотя и у русских есть такие фамилии уже давно. Поэтому это делается, на мой взгляд, для мобилизации. То же самое может произойти в Чечне. Во время оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Именно об этом Рамзан Кадыров сейчас делает анонсы. Говорит, всех будем убивать и так далее, и так далее. Скорее всего, сейчас произойдет какая-нибудь вспышка. Может быть, ее, сейчас мы об этом говорим, не произойдет, потому что они все фиксируют, все говорят, меняют свои планы. С учетом того, что мы знаем, да, или вычисляем их какие-то последующие шаги. Вот. Таким вот образом они готовят людей на войну против Украины. И украинцы, которые сейчас радуются, да, там Дагестан восстает и так далее, не понимают одного, что если сейчас удастся провести ту операцию, которую сейчас ФСБ планирует, то попадут на фронт вот эти дагестанцы, чеченцы, ингуши, они там есть. Но есть только идут добровольно, за деньги. Понимаете? А настоящие люди, настоящие воины, мужчины, они не идут на эту войну. Потому что это не наша война. Украинцы нам ничего плохого не сделали. Но если его отправить на войну и в него стреляют, у него никакого выбора нет, кроме как сохранять свою жизнь. А это по-другому отношение к жизни, к смерти у мусульман, у кавказцев. И это, будут потери у украинцев. Конечно, их всех стена огня и свинца украинского, конечно, их остановит. Конечно, никаких шансов нет у России выиграть. Но можно убить таким образом больше украинцев. А мы должны эти ходы просчитывать и понимать, для чего они это делают. И не давать им подняться, понимаете, в этом направлении. Ты что сказал, что террорист по плачу ФСБ. Приведи доказательства. Миша за русским кораблем. Да? Шалом Аснам. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Живе Беларусь. Ам Израиль. Хай. Боже, храни Америку.
Шалом, Ян, шалом. Вітаю Беларусь и героям слава. И Ам Израиль Хай. И Боже, храни Америку. Расскажите сам тому, кто спрашивает за геноцид русских, про то, как русские свои дома продавали, а потом говорили, что выгнали злые чеченцы. Спасибо, Доmitиев, что напомнили. Да, это есть, этот факт имеется. И сейчас я вам ответить не могу, потому что у меня идет стрим, но вы можете частями выложить свой вопрос. Джахар Дудаев, не Захар, а Джахар, но Велзе. Вы лучшие чеченцы, которые я знаю, Свобода Ичкерия. Нав, большое тебе спасибо за такое лестное сравнение. Я, конечно же, далеко не стою Джахара Дудаева, но приятно, что вы так думаете. Маршал Друид Астан, ассаламу алейкум, Георгий, Дели салам маршал, хуйль машвуэль. Георгий, кстати, теперь есть ну или Google Translate, перевод на чеченский язык. Теперь вы сможете пользоваться, писать по-русски, по-английски, по-немецки, и вам будет перевод сразу. Сразу будет перевод на ваш язык. Так, подождите, у нас тут немножко сбой. Так. Дудаев был за шариат, говорит, дагестанский игл, говорит, Дагестан игл, дагестанский орел. Смотри, давайте договоримся, мы сперва определим, что значит шариат. Что значит шариат? Джахар Дудаев построил демократическое, правовое, суверенное, независимое государство. Что вы имеете в виду под шариатом, я не могу понять. Да, мы мусульмане. Шариат — это свод правил, Божьих правил, которые запрещают красть, убивать, там, нарушать все 10 в христианстве заповедей. Точно так же они есть, аналогичные есть в исламе. И Джахар Дудаев не строил, как Талибан, какое-то там такое государство, или, я не знаю, как Саудовская Аравия. Он строил светское, демократическое, не светское, демократическое государство строил, где религия отделена от государства. Где религия отделена от государства. Я не знаю, что вы говорите под шариат. Я тоже за шариат. Но за шариат в своем быту, уголовном праве. Да, ну, без отрубания рук, ног там, и так далее. Не укради, не воруй, не убивай, там, и третье, десятое, и все остальное. Как вы относитесь к грузинам? Как к своим братьям я отношусь к грузинам? Как я к ним могу относиться? Как вы относитесь к башкирам и татарам? Великолепно я отношусь к башкирам и татарам. Отлично просто. Так, давайте вот этого забаним. Идет почасовая оплата задействованных КТО. Ага. 100% таких же взглядов. Нау, спасибо. Думаю, вам нужно массово уехать из переломной Турции. А кто сказал, что я в переломной Турции? И зачем мне массово делать это? А вы заметили, русские с турками всегда вместе. Какую бы гадость турки не сделали России, они всегда братья. Да, большому сожалению, турецкая политика, она как российский герб, двухглавая и двуличная. Если, может быть, даже трехличная. А все беды в мире не от сионизма, ислама, христианства, а все беды от империализма, который прячется за демократией, за диктатурой. А религия — это один инструмент, чтобы достичь цели. Абсолютно, Берти, да, об этом вот как раз мы уже твердим, сколько времени рассказываем, объясняем, дорогие мои, не дайте себя обмануть. Да, совершенно верно. Идет борьба тирании, диктатуры против демократии, где народ может избирать себе власть, а где народ не может избирать, и как в Северной Корее, 3 поколения, уже 80 лет,
одна семья у власти. Да, этого и хотят они. Совершенно верно. Абсолютно так. Так, друзья. Сейчас одну минуточку. Вот нас уже 87 тысяч, друзья. Давайте доберемся до 88 тысяч подписчиков. Лемрикер, Аслан, единым фронтом, да он соючу. Дела толечем, до единым фронтом, Лемрикер, а он в наших рядах. Почему тебя нет в наших рядах? Вам единым фронтом лечу. Есть легитимная и законная власть чеченского народа в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, Алла Дудаева, Ахьят Идигов, другие там люди есть. Мы стоим единым фронтом, вас нет всех, вас всех нет. Ни комментарий написать нету, ни помочь нету, ни текст написать нету, ни где-то там принять участие, вас нету. Мы-то единым фронтом стоим. Всю российскую агентуру выявляем. А вы сидите сейчас, здесь говнаш дождь, да, слушайте, а да, молодец, хорошо разокрыл. А вас нет. Если я только частично чеченец, рожденный в Украине, но я чту традицию, учу язык, то считаюсь чеченцем. Вот ангюб. В соответствии с чеченскими правилами, если ваш папа чеченец, даже если он разошелся с вашей мамой, вы чеченец. Если ваша мама чеченка, а папа другой национальности, вы той другой национальности. Поэтому, и, конечно же, язык. Вы должны знать язык, если вы чеченец. Ну, ваш папа чеченец, вы могли его не знать, например, язык, и вам его нужно выучить. Если вы выучите язык чеченский, и ваш папа чеченец, вы такой же чеченец, как и я. Ну, у меня мама, правда, чеченка, но это нисколько нас не меняет. Вы такой же чеченец, абсолютно стопроцентно. Но чтобы доказывать, что вы чеченец, а чеченцы очень требовательны, я вам скажу, быть в чеченском обществе это большая ответственность, я вам скажу, непростая это такая задача. Ну и я думаю, ну если войти, это очень интересно, чеченское общество, и очень достойно. Это такой, знаете, такой мир самураев, такой своеобразный. Да, есть много, конечно, левых пассажиров, которые сейчас не такие, как раньше. Но по большому счету вы всегда уверены в человеке, который вам что-то обещает, дает слово. Вы всегда уверены, что он вас не предаст. Вы всегда уверены, что он не поступит с вами подло и так далее, и так далее. Ну, для этого и вы таким должны быть. И вы это должны каждый день доказывать. И вот вы покажетесь в кругу таких же, как вы. Поэтому, если у вас отец чеченец, вы чеченец. И неважно, какой национальности у вас мама. Аса хатаб мухито. Хатаб сум законно кантрит дель шидуа. Веня, муа веня, ве махкавиан. Вейц латалеч, лакела нукис. Ви нуки, подло, вероломно отравили его. Вот как я отношусь к Хатабу. Хатаб, герой, останется навеки вечный в чеченском народе. Меня чистокровные чеченцы из моего круга общения приняли за чеченца, хотя было сложно. Ну, отлично, и будет сложно, всегда нужно будет тебе доказывать. У нас в Черноречии, где я жил, был парень, чеченец, мама у него была русская. И его постоянно там, ну, пытались упрекнуть. И он постоянно дрался за это, постоянно. И он так всех достал просто, что уже его перестали просто. Даже не смели даже шутку сказать про него что-то. Ну вот он их всех достал, короче говоря. У него еще два брата есть.
Такие же, как и он, даже похлеще. Так, да. Как вы видите Армению, говорит мне армянин. Армению я всегда считал такой же, как Россия, и Осетию считал такой же, как Россия. Вы всегда, армяне, подчеркивали, что вы за Россию, за русских. Всегда вы делали все, чтобы им понравиться. Поэтому у меня всегда к вам было соответствующее отношение. Но с приходом Пашиняна я вижу, ситуация меняется. И армяне, они не хотят быть с Россией, а хотят быть с Западом, с Европой и так далее. Тем более в Америке, здесь в Европе, во Франции особенно, да и здесь в Германии огромное количество армян. И я начал пересматривать свое отношение к Армении и армянам. Если там есть нормальные армяне, то есть не пророссийские, то все нормально. Пророссийские след за Россией. Да. Я украинец. Джохар Дудаев для меня герой. Ваше мнение? Огромное спасибо, Джавелин. А для меня Степан Бандера герой. А я чечено-бандеровец. А как вам мое мнение? Так, ну давайте дальше идем. Так, у нас уже 87 тысяч. Давайте до 88 сегодня наберем. Так, давайте дальше смотрим. Такие люди, как Джохар, рождаются раз в 1000 лет. Да, Ян, абсолютно так. Вася, Тим, тебя не забанили? Пока нет. Аслан, что можешь сказать? Что не понял. Вива Ичкерия, президиум правительства Ичкерия, легитимная власть. Да, Ливан, абсолютно. Вива Ичкерия. Аслан, Ичкерию будет репатриация как евреев Израиль. Да, конечно, Ян. Если произойдет деоккупация, признание нас, то да, конечно, чеченцы с удовольствием поедут. С удовольствием. Арам Баюклян. А чеченцы пророссийские? Ну, если вы еще не поняли, как я отношусь к пророссийским коллаборантам, то я не знаю, что вам сказать. Сразу видно, кто спонсирует этого человека. Американский спикер для славного народа Чечни. Продолжай и дальше прислуживать кровавому дядюшку Сэму. Чечня свободная, процветающая республики. А ты позор, говорит Дивони, своего народа. Ну, Диони, давай начнем с конца. Вообще-то мой народ мной гордится. Ты даже не представляешь, насколько я сам был удивлен. Во-вторых, меня никто не спонсирует. Ни одного рубля, ни одного евро и ни одного доллара я не получаю ни от кого. Ни от кого. Хотя следовало бы мне платить на самом деле, и уже пора и хоть кому-то мне начать платить. Да? И желательно, чтобы это был президиум правительства Чеченской Республики. Выставил мне зарплату. Ну, так как у них самих нет зарплат, поэтому навряд ли они мне с чем-то помогут. Кровавый дядюшка Сэм, ты говоришь, я прислуживаю.
Ну, во-первых, я не прислуживаю, я чеченец, а мы не прислуживаем. Да, мы выстроим а, добрососедские, союзнические отношения и выполним любые обязательства, которые на себя возьмем. Но при всем при этом мы не будем прислуживать никому. Даже Кадыров не прислуживает вам, понимаете? Даже он, который себя пехотинцем называет. Это не в нашем просто менталитете, да, это невозможно. А кровавый дядюшка Сэм или нет, это точно не русскому империалисту, русскому фашисту говорить про американский кровавый и так далее. Ассаламу алейкум. Твое мнение по поводу вывода российских войск из Армении. Возможно ли это? Ва алейкум ассалам. Я не знаю. Я не знаю. Вы бы работали в правительстве независимой Ичкерии? Вообще-то у меня планы заняться бизнесом или своей адвокатской деятельностью, которой я занимался. Но, скорее всего, может быть бизнесом, потому что надо заниматься им. Нет, я не хочу работать ни в каком правительстве и вообще не хочу иметь никакой политики. Я давно бы закрыл бы этот проект, я бы передал бы свой канал президиуму правительства и так далее, и ушел бы на покой, если бы был кто-то, кто этим занимался бы, и я был бы доволен тем, что этот человек делает. С удовольствием смотрел бы его, писал бы ему комментарии и не занимался бы этим. Потому что не мое это, не мое. Дели Саламаша, вольный националист. Предатель своего народа и веры, сними флаг, не позорь свой род, говорит Константин Андрей. Такое впечатление, что я русский и исповедую вашу ленинскую религию, то есть, сатанизм. Нет, это не так. Я не русский и не сатанист. Я чеченец и мусульманин. Ответь, почему поддержал Израиль? Ну ты настойчиво, я тебе скажу. Я поддержал справедливость. А Израиль, он прав. На него напали и убили 1200 его людей. А что должен сделать Израиль? Израиль должен защищаться. А если он не будет защищаться, грош цена. Понимаешь? Любому. А Израиль это нация воин. И больше никто на них не будет нападать. Понимаете? Никто. Они будут жить в мире. На 1000 лет будет Израиль. Запомните это. На всякий случай, чтобы кто-то питает иллюзии, обманывать людей. Обманывать людей. На 1000 лет. На 1000 лет будет Израиль. Понятно? Ничего вы не сможете сделать против этого. Это было вероломное, подлое просто, подлейшее нападение, которое было совершено. Вот видите, подлецы нам названивают специально, чтобы отвлекать его. Ну да ладно. Так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Аслан законный ночи, за него не стыдно, говорит. Вот Султан Ахтаев. Баркалон Султан. Значит, один комментарий язешь. Сохаст Бог, да, что у нас Султан? Что должен? Кан отвечать лишь. Во-первых, из дигду общения хилар шайда говорит. Ах, соца оти, го массу дуния на го соца оти. Видишь, ошемнение вож царевич. Так, что под видео комментариях, чат-чат комментариях, когда вы пишете, видно, все следят за нами, все спецслужбы всех мира наблюдают и смотрят, насколько мы активны, что нам нужно, что нам важно. Вот эти вещи все анализируется, проверяется. И мы должны показать, что мы есть, понимаете, мы есть. А то тут, я, там еще пару человек, и все, несколько человек, и сидим, и как будто больше ничего нет. Все прекрасно, конечно, понимают, что есть угроза. И я вас всегда предупреждаю, беречь себя, беречь свою безопасность. Но я не предупреждаю вас, чтобы вы закрылись вообще.
Может, я перебарщиваю с этим, и уже не нужно бояться так сильно. Но я просто не хочу, чтобы кто-то пострадал по моей вине. Вот, написал даже комментарий. Поэтому вот поймите, Деон. Нападение на Израиль спровоцировала Россия. Я 100% уверен, что российско-иранская ЧВК «Хамас» на день рождения Путина, чтобы отвлечь внимание от поражения фашистской России в войне против Украины, забашляла, конечно, заплатила большие, наверное, деньги, вооружила, принимали участие, я уверен, и в этом террористической вылазке, точнее, это не просто террористическая вылазка, это акт геноцида еврейского народа, откровенный, прямой, вообще без каких-то там возможностей там как-то это подвергать сомнениям. И для того, чтобы разжечь мировой пожар исламской революции во всем мире. Вот для чего это было сделано. И слава Богу, мусульмане уже не дают себя так обманывать. Слава Богу, чеченцы себя не дали обмануть. И слава Богу, мусульмане начали поддерживать Израиль. Когда Иран начал обстреливать, Иордания перехватила там сколько-то, 1, 2, 3, сколько там ракет, которые летели в сторону Израиля. Поэтому мы должны разобраться. Конечно же, это тоже нужно сказать, что чрезмерное применение силы или несоблюдение правил и обычаев ведения войны это преступление, и мы это осуждаем. Вот если массированно, безразборочные там бомбардировки, например, сектора Газа. Это я не одобряю. Как бы я уважительно не относился к Израилю, к евреям, я это одобрить не могу. Но при всем при этом я понимаю, что Израиль борется 100% невыдуманно, на самом деле, не фейково, как русские рассказывают, да, о себе, а на самом деле борется за свое выживание. Если у евреев не будет государства, они будут преследуемы, ну не во всех странах, конечно, но мы знаем, чем было, что было, какая жизнь была у евреев в той же Германии. Просто когда Гитлеру захотелось прийти к власти. Нужен был враг. Как для Ельцина, для КГБ СССР нужен был при развале Советского Союза новый враг, чтобы начать объединяться, захватить власть и объединять свои силы. Вот это были чеченцы. Точно так же для нацистов, для Гитлера, для австрийца, кстати говоря, а для не немца, стали евреи. Да, у евреи успешные, евреи умеют зарабатывать деньги. Не все богатые, конечно, но богатых очень много. Кого грабить? Конечно, богатых нужно грабить. Новые власти, которые приходят к власти там, в Германии тогда, было удобно, как это называлось, раскулачить евреев. Ну а как их раскулачишь? Сказать, что я хочу твои деньги? Ну так ты их не заберешь, тогда ты не закон нарушишь. А вот если ты их выведешь за рамки человечности, расчеловечишь их, представишь их там злыми зверьми, как русские представили чеченцев и до сих пор это делают, ну тогда да, тогда любой дурак захочет их убивать. Вот то, что произошло. Поэтому у евреев должно быть, у арабов 22 государства, у евреев оно всего лишь одно. 1000 лет они живут в Израиле, это их исконная земля, 1000 лет они там живут. И в соответствии с международным правом, решением ООН, было создано 2 государства. 2 государства. Но арабы сказали, мы не дадим вам построить государство, потому что вы не люди, так, прямо говоря. Что вы не люди, вы не заслуживаете этого. У вас нет, как русские говорят, чеченцев. Арабы, не надо арабов, палестинцев сравнивать с чеченцами. Ровно наоборот. Потому что арабский этнонационализм или арабский империализм, он такой же, как русский империализм. Понимаете? А Израиль от чеченцев отличается чем? Тем, что у Израиля была мощная поддержка со стороны Великобритании и Соединенных Штатов. Чего не было у чеченцев.
А мы теперь хотим исправить эту ситуацию. Мы хотим теперь, чтобы у нас была мощная поддержка в лице Великобритании и Соединенных Штатов, и еще Израиля. Понимаете? И всей Европы, конечно же. Вот что мы хотим сделать. Чтобы еще 100 лет не убивали чеченцев. И да, это было сделано, отвечая на ваш вопрос, Корене, для того, чтобы отвлечь внимание всего мира от войны в Украине, от поражения фашистской России в войне против Украины. Да? Для этого это было сделано русскими. Ответьте мне, пожалуйста, в Украине война справедлива или нет, Башир Юлоев? Ну, во-первых, война это самое страшное, что есть на этой земле. Если вы возьмете все, что вы видели страшное, ужасное в этой жизни, объедините это в одно, то это будет война. Я человек, который видел это и знает. Очень страшную войну, страшнее, чем в Украине. Хотя, когда вот в этой точке, где тебя обстреливают, то уже нет разницы, в Чечне ты или в Украине, или еще где-либо. Поэтому справедливая ли эта война? Для украинцев она справедливая. Они, как и евреи, борются за выживание, как и чеченцы боролись за свое выживание. И прямо перед началом этой войны, широкомасштабного вторжения, она уже 10 лет идет широкомасштабная, 2,5 года уже агрессия уже идет широкомасштабная, Путин прямо заявил: демилитаризация, то есть разоружение, а после разоружения денацификация, то есть это уничтожение всего украинского, это уничтожение по этническому признаку, это геноцид. Прямо Путин говорит, что над украинцами должен быть совершен геноцид. То есть украинец, патриот должен быть посажен, уничтожен, их язык должен быть запрещен, растворен, разбавлен там. С русским языком вообще о нем не буду говорить, не престижно, не круто и так далее, и так далее. И да, для украинцев эта война справедлива, при всем при том, что война это самое ужасное, что есть на этой земле. Самое ужасное. Ну, на войне, кстати говоря, открываются настоящие черты человека. Если он благороден, смел, достоин, эта черта откроется. Если он трус, подал, жесток, садист, это тоже откроется. Как ты, говорит Дивоне, потомок воинов Чечни, сражавшихся плечом к плечу с русскими, татарами, немцами и остальными народами СССР, с нацистами в Великой Отечественной войне, можешь называть нас нацистами. Но если тебя обидело слово нацист, оно к вам не имеет. У вас есть отдельный термин. Человека ненавистническая идеология, русизм называется. Ее очень хорошо охарактеризовал, ее описал Джохар Дудаев. Особая форма человека ненавистнической идеологии – русизм, где враг все, и живое, и неживое, и растительное, и все остальное. Вырубаете, сжигаете, убиваете все на своем пути. Абсолютно аморальная, безнравственная идеология. Это русизм. И да, мой дед воевал. Один мой дед пропал без вести, второй дед воевал, получил ранение, то есть не деда брат, мамин дедушки, мамином папе брат двоюродный, а родной дедушка, мамин отец, он был маленьким. А его старший брат, он пропал без вести. Родной дедушка по отцу, да, воевал и находился в госпитале, был ранен, был сперва в разведке, а затем у них там был один прокол с танком немецким, и после этого их всех, и его в частности, отправили в штрафбат, и он был связистом. Связистом, то есть не тот, кто разговаривает, а тот, кто вот этот провод натягивает. А это самая смертельная работа. И дед там получил несколько ранений и чудом выжил. И он находился в госпитале.
И быстрее ждал, сейчас идет уже наступление, идет 44-й год, уже там февраль месяц, уже, ну, короче говоря, второй фронт открылся, союзники там помогают, ленд-лиз идет, короче, англичане, короче, продвигаются, американцы продвигаются, все отлично. Мой дед научился воевать, он молодой, он 905 года был, а в 44-м ему, считайте, сколько? 39 лет уже. Он молодой, воюющий, короче, у него друзья, ополченцы, ему хочется в бой снова. А ему говорят в 44 году: уважаемый Вагап, вы должны вернуться на родину. И его отправляют к своим, не на родину, правда, а в Казахстан. Понимаешь? Там он находит всех своих сестер, младших братьев, родителей, там кто, ну, родителей у него уже не было к тому времени, но там, других своих старших родственников, дядей, тети и так далее, которые половина погибли по дороге, пока он в госпитале прохлаждался, пока он защищал Великий Советский Союз и так далее. Русские, вы самые вероломные, вы самые подлые, вы самые циничные, и все остальное, не хочу матом ругаться. Вот кто вы. Вот кто вы. Вы сделаете то же самое с чеченцами, которые сейчас вы посылаете воевать против Украины. Вы точно так же, если у вас хватит сил, вы сделаете с чеченским народом то же самое. А их, кто сейчас воюет, вы отправите туда же в ссылку к ним, остальным родственникам. Вот что. И ты мне говоришь после этого: я потомок, кто воевал с вами. Так вы ж плюнули у нас, вы ж плюнули всем, кто вам помогал. Вы ж всегда так делали, а, фашисты, русисты. О чем вы нам рассказываете? Пойдемте дальше. Как ты относишься к сирийцам? В целом, к сирийцам, если это не Башар Асадовские там и другие, я очень хорошо отношусь. И дело в том, что... А почему я скрыл этот комментарий? Это, оказывается, я как скрыл? Я вроде не скрывал. Я делал митинги, я постоянно писал, говорил о том геноциде, который совершается над сирийским народом. И знаете, я здесь работал на стройке, и со мной работал сириец один. И мы с ним разговорились. И я его спросил: как там, чеченцы у вас там были, там, 3-10. Он сказал, что чеченцы его взяли за то, что он там что-то неправильно молился или не молился, намаз не делал. Закрыли его в какой-то там в чулан, и не кормили, избивали и так далее, и так далее. Мне так было это неприятно слышать. Я был потрясен. И я ему рассказал историю про 2016-2017 год, когда русские убивали чеченцев, и под видом чеченцев с их документами отправляли сотрудников Главного управления Генерального штаба фашистской России в Украину. Конечно, мой немецкий язык не позволял мне достаточно хорошо ему это рассказать, и его понимание немецкого языка тоже. Но и я не думаю, что он мне поверил до конца, потому что, как-то мы изъяснялись очень слабо. Да и вообще то, что я говорю, это казалось, даже если я нормальному человеку, говорящему на чеченском, на русском языке рассказываю, они иногда смотришь в глазах удивление и непонимание, потому что, это просто вопиющие факты. Вот такие вот были вещи. И мы, которые положили в Сирии тысячи чеченцев, благодаря турецким спецслужбам, Кавказ-центру, турецкому русскоязычному изданию, и деятелям здесь, которые находятся, положили тысячи наших парней, и никакой благодарности, никакой помощи, и наоборот плохое воспоминание и плохой осадок у сирийцев оставили чеченцы. Вот что сделала Россия. Хорошее побуждение защитить людей от тирана Асада, которого Европа все поддержали, эту оппозицию, в итоге вышло тем, что чеченцев тысячи там погибло, и мы стали еще плохими для этого. Невероятно. Невероятно. Вот что делает
отсутствие ума и достоверной информации. Ашкамуле. Так, давайте дальше, друзья. Давайте дальше. Так, мы уже 1,5 часа в эфире, еще полчаса посидим. Так. Салам Машел доса, Американ, Дибачка, Хюш, Варсо, Будук Болч, Америк Хвош, Американ, кажется, сэр, Аль-Хитсон. Если так все произойдет, война на самом деле прекратится, как заявил Трамп, или продолжит финансировать, как полагаешь? Я считаю, Салам Машел, Макс Имадаев. Я считаю, война закончится только победой Украины, только лишь. Вне зависимости, Трамп будет или Байден. Я вывел формулу одну, что Байден это ужас без конца для россиян, для русни. Трамп это ужасный конец. Поэтому я думаю, что много что изменится. Много что изменится, если Трамп придет к власти. Я так думаю. Я очень надеюсь, что Трамп будет тем президентом, республиканцем, который признает Чеченскую республику Ичкерия и успокоит, наконец-то, Россию. Я думаю, я не знаю, конечно, что будет. Я не знаю, будет ли Трамп вообще или нет. Но мне кажется, вот так это может быть выглядеть. Но это мои предположения, друзья. Во время Второй мировой войны среди русских самое большое число перешедших. Да, конечно. Нет, смотри, албанец, если там чеченцы там на сторону Германии переходили, там, говорят, там, коня белого подарить хотели там Гитлеру там и так далее, и так далее. Ну, не было немцев на территории Чеченской республики Ичкерия, Чеченской республики, Чечено-Ингушской тогда республики. Не было вообще немцев, не говоря уже о Гитлере, даже, ну, хотя бы один немец, кому можно коня передать, чтобы он передал Гитлеру. Тем более, как я сказал, это 44-й год, уже война идет, театр боевых действий разворачивается в Европе, в европейских странах. Поэтому не было никакой пользы, необходимости истреблять, кроме как избежать восстания, что вот сейчас войны с фронта вернутся, а чеченцы это бунтари, зачинщики, они сейчас все в орденах, все с друзьями, с русскими, с татарами, там, с другими народами, они в одних окопах, они братья уже фактически. И все эти люди потом вернутся, и потом они герои, победившие, и тут они будут от Сталина требовать, там, третье, десятое. Ведь почему вот этих обрубки, так называемые самовары, из Москвы оттуда всех прогнали? Ведь прогнали же не только там безногих и безруких самовары, как их называли, так нежно по-русски, а потому что эти люди имели боевой опыт, и они не все были без рук и ног. Там кто-то без руки был, ну, на 2 ногах и с одной рукой, кто-то без ноги был и так далее, и так далее. И эти люди представляли угрозу для власти, для Сталина, понимаете? Потому что достаточно было 1000 человек, чтобы они могли полностью Москву взять и захватить, и Кремль, и все остальное. Потому что они все боевые офицеры, боевые солдаты, и все в армии их знают, они только что вместе воевали, вместе вышли из войны и так далее. И чеченцы были таким запалом, как всегда они являются, и поэтому мы представляли угрозу, и поэтому от нас избавились.
Что вы думаете о теракте в Дагестане? Серо, я только что в самом начале об этом очень много говорил. Вы можете сейчас зайти на мой YouTube канал и спокойно посмотреть. Мой канал называется Reality. Здесь в TikTok, кстати, есть ссылка на мой канал в YouTube, который называется Reality. Заходите и слушайте, что произошло в Дагестане. Я подробно рассказал. Спасибо, спасибо. И вам, Вася, спасибо. Слишком много потеряли, сейчас оставить Украину. Так, за 2 флага ответь, прошу. Трамп придет и все закончится. Что за 2 флага ответь? Здравствуйте, Дагестан что это? Искусственная солянка из войнахов и тюрка или полноценно самостоятельно идентичная? Спасибо. Здравствуйте, Пэт Марун. Дагестан это самое большое скопление народов и народностей, которые проживают. Это некоторые, это не искусственная солянка, это естественная солянка, если так можно назвать, из разных народов, которые некоторые являются коренными народами. И ну, другие народы, 3 народа считаются коренным, один из них это наш, ингушский и чеченский, и другие народы на Кавказе это пришлые, это колонисты, которые вместе с оккупантами приходили, и есть оккупанты-воины, которые оставались, там, отвоевывали какую-то территорию, там занимали, заключали какой-то мир и вот потихонечку сосуществовали. Там остались от персов, от турков, там, и от монгол, там разные там есть народы, и это в Европе. Это самая большая концентрация разных народов и национальностей. Кавказ в целом, Дагестан это в частности, яркий такой пример интернационализма на Кавказе. И за все это время, да, эти люди приходили с нам войной, но после того, как мы уже живем вместе, мы не воевали. Кроме как, когда приходила Россия и нас стравливала. Как-то так. Как относиться, если в 2 девушек влюблен? Вася, ну у вас, я смотрю, разнообразное просто, обширно. Ну, я тебе скажу, Вася, как чеченец. Чеченец должен быть волком, а волк живет с одной и до конца жизни. Вот я тебе советую. Вы, Кироман, здравствуйте. Мне очень были приятны ваши слова про Израиль. Я живу в Израиле, и 7 октября чудом осталась жива. Я жила в Ашкелоне, и под моими окнами проходил отряд из террористов. Вай, Кироман. Шалом, Вай. Я выражаю соболезнования всем погибшим 7 октября и после, в связи с этой провокацией, которая принесла страшное горе еврейскому народу, и теперь своим же они принесли. И поздравляю, что оказались счастливчиком и выжили. Мне повезло, что у них была другая задача, иначе бы я тут не сидела. Террористы напали на нас, а теперь мы еще виноваты. Это все пропаганда. Аса, неужели вы не видите, что Зеленский со своими слугами сдает Украину? Нет, я коренной, я этого не вижу. Я не вижу. У меня есть претензии к Зеленскому и к украинцам по поводу чеченского вопроса, но то, что президент Зеленский или украинцы сдают Украину, у меня нет нисколько таких мыслей, потому что украинцы показывают чудеса просто. И Зеленский тоже. Зеленский молодец. Зеленский держится. Опять же, про чеченский вопрос у меня есть претензии. Но если брать в целом, пусть они не будут признавать, я буду их за это критиковать. Но победить и выстоять они должны. Просто обязаны. Я смотрел канал Дмитрия Каче, там примерно год назад главный мулла Украины призвал мусульман России поднимать на борьбу с Российской империей за деоккупацию своих стран. Что вы об этом думаете? Ну, я думаю, это знает Доmitiev, знаете, это как будто, как сказать,
за все хорошее против всего плохого, чтобы лучше быть богатым, чем бедным, лучше быть здоровым, чем больным. В Украине, наверное, это не так видится. Сейчас свое горе украинцы даже чужое горе не видят, даже которое эти же русские совершили. Говоришь, подожди, наше горе вот актуально. Да, оно сегодня, оно актуально, оно самое главное, важное. Его нужно сейчас остановить, вот это кровопролитие. Ну, с победой Украины, потому что не будет победы, это кровопролитие не закончится. Но при всем при этом у нас тоже это горе, и это, с ним тоже нужно считаться. Да? И как-то я тут писал с одним человеком, что-то я там написал, или видео это было, и мне пишет, ну, у него своя про этого украинского журналиста, забыл его фамилию, который говорил с этой Латыниной, разговаривал. И он, ну, мне украинец пишет, ну, он заботится о своем там проблеме, ему сейчас ни до чего. Ну, я говорю, а почему он про чеченцев ничего не сказал? Я говорю, Портников, Виталий Портников. Я говорю, а почему он про чеченцев ничего не сказал? С Латыниной, с русской же общается, с россиянкой. То почему же ей не бросить самый главный козырь? А что вы сделали чеченцы? Это самая большая тайна русских. Они ее не хотят обсуждать. Чеченский геноцид, чеченский вопрос. Это самая большая тайна русских. И они прекрасно, все знают, что они над нами сделали. Все до единого. Они гордятся, они радуются этому. Они восхищаются, как Путин, великий Путин, заставил Кадырова сказать, что он пехотинец и так далее, и так далее. И я говорю, почему он это не сказал? Это же самое удобное, если американцев обвиняет Латынина, там, во всех смертных грехах, там, за индейцев, там, вспоминает, там, еще что-то. А Портников не сказал про чеченцев. Ну, сказал бы. И мне украинец пишет, ну, а почему он должен это говорить? У него свое горе, своя беда. Я сижу, думаю, тогда мне что, украинцев вообще не упоминать, что каждый сам за себя, как было, когда чеченцев уничтожали? Каждый сам за себя будет. Давайте мы тогда тоже, американцы за себя, Европа за себя, чеченцы за себя. Ну, посмотрим, как Украина выстоит. Это называется эгоизм. Это называется, когда ты свое ставишь выше других. Да, я понимаю, сегодняшнее горе, оно самое главное. Но почему не говорить о чеченской проблеме? Почему на украинских телевидениях, на украинских каналах все прорусские, Руслан Кутаев, Ахмед Закаев, все прорусские? Понимаете? Мы им говорим, рассказываем. Нет, молчание идет. И когда на канале Корчинского, который у меня не вызывает ни малейшего доверия, хотя он русский, украинский там националист, там весь такой сякой и так далее, я видел просто и мул, и попов, и всяких там религиозных, и патриотов, которые оказывались псевдомуллами, псевдопатриотами и так далее. Поэтому Корчинскому не верю, так на всякий случай. А то, что говорит мулла Украины, ну, сказать, опять же, за все хорошее, против все плохое. Конечно, хорошо, если все восстанут, русские восстанут, Путин сам себя застрелит. Все это было бы хорошо. Только дело в том, что для этого, чтобы это произошло, надо было Украине что-то делать последние 30 лет. Украина помогала уничтожать чеченскую независимость и свободу. Украина всячески да, в Украине были отличные, хорошие силы, которые нам помогали. Это правда. Но и воевали, 12-13 украинцев приехало и сражалось. Один из них, Александр Музычка, еще там были люди, которые погибли некоторые. И у нас в Чечне на них была охота просто открыта. И мы больше их защищали и спасали уже под конец, потому что предатели, чеченские предатели могли теракт совершить против этих бойцов и так далее. Это нужно было, чтобы, ну, как бы дискредитировать чеченцев, чтобы никто не помогал и так далее, и так далее. При этом Украина должна сейчас начать вырабатывать, а в Украине создается батальон имени имама Шамиля. Имам Шамиль — это чеченский главнокомандующий, лидер чеченского народа на Кавказе он был. Он сам аварец, дагестанец по национальности, который бежал из своего Дагестана, которого там хотели убить, преследовали. Чеченцы его приютили.
И сказали, что вот мы сейчас, а мы как раз воевали с русскими, сейчас мы разделаемся с русскими и, ну, скажем ему спасибо и езжай в свой Дагестан. Ну, короче, не стали бороться за власть, а назначили, давай тебя сделаем на время имама Шамиля. Война с русскими на более чем 25 лет. И в итоге имам Шамиль под конец, когда от 2 миллионов чеченцев осталось 120 тысяч, то есть 95% было уничтожено фашистской Россией, имам Шамиль сдался в плен и завещал всем не воевать против России. Представьте, знамя чеченского. У нас 5 президентов последних, один за одним погибли. Никто даже не вздумал сдаваться. А этот после 25 лет пошел и сдался и сказал: не воюйте. И в Украине создается батальон имени имама Шамиля. Да, это историческая личность, много чего сделал во время войны против России. Но в итоге конец, он поставил крест на своей жизни. И еще завещал не воевать. И аварцы, и дагестанцы, которые поддерживают имама Шамиля, они берут за основу, и да, они говорят, что мы не хотим воевать, нам имам Шамиль завещал, мы должны жить с Россией. И в Украине создается батальон, бригада или группа, как она там называется, имама Шамиля, создается Ахмед Закаев, Руслан Кутаев, ну кто вот это все деятельности. Но мы это говорим, мы доносим. Если Украина ничего не делает по этому поводу, то о какой борьбе мусульман может говориться? Все это время Украина, я почему вам все это долго рассказываю, что не просто достаточно сказать: давай вставайте. Так мы вам кричали, украинцы, крымские татары, все, кто в Украине, мы вам кричали: вставайте, одну буханку хлеба дайте, одну пару обуви дайте. Так нет, вы же террористы, с вами нельзя разговаривать. Такой был с нами разговор всегда. Понимаете? Недостаточно просто сказать. Надо помогать, правильно помогать. Именно нужным группам нужно помогать. Слоям нужно. Именно кто по-настоящему, не симулякры. Как Ахмед Закаев или Руслан Кутаев. Давайте я вам расскажу, кто такой Руслан Кутаев. И потом вырежу это видео. Пусть оно будет у меня здесь в видеоформате. Читать вы не все любите, поэтому в видеоформате оно не помешает. Давайте я вам сейчас зачитаю. Кто такой Руслан Кутаев? Это человек, который всегда был за Россию, является, на мой взгляд, офицером российским. И всех это устраивает. Давайте. Руслан Кутаев родился 20 сентября 1975 года в селе Ачхой-Мартан, ЧАССР. Президент Московского ГБшного международного общественно-политического движения Ассамблея народов Кавказа. После начала русско-чеченской войны Руслан Кутаев был членом круглого стола партии движения для поддержки Докки Завгаева. Докка Завгаева — это бывший первый секретарь обкома КПСС ЧССР, назначенного Кремлем на правление в оккупированной Ичкерии. После завершения Первой русско-чеченской войны по предложению руководителя миссии ОБСЕ в Грозном Тима Гульдемана, предложивший создание коалиционного правительства в Чечении для предотвращения мести чеченским народам-предателям, Кутаев был включен в это коалиционное в должности вице-премьера президентом Зелимханом Яндарбиевым от правительства ЧРИ. Остальные члены этого правительства относились к этому терпимо, зная, что это есть кандидатура российских спецслужб, только потому, что кандидатура была предложена Гульдеманом, ему российскому руководству. В январе 1997 года Руслан Кутаев принимал участие в организации и финансировании избирательной кампании Масхадова. И после его избрания Кутаевым был назначен на пост вице-премьера по связям с Россией и странам СНГ. В начале Второй русско-чеченской войны, когда была открыта охота на членов правительства Чеченской республики Ичкерия, Кутаев находился в России и называл себя руководителем партии независимости Чеченской республики Ичкерия, став одним из учредителей общественной организации Общество русско-чеченской дружбы. В 2012 году Руслан Кутаев был избран главой КГБшного Международного комитета по проблемам Северного Кавказа и президентом Ассамблеи народов Кавказа, правопреемницей Конфедерации горских народов Кавказа, КГБшной организации.
Кутай уже начал представляться личным представителем Джохара Дудаева и Аслана Масхадова в отношениях с Россией. Этот ход для иллюстрации, без которого он не может выдвинуться на выборах после деоккупации Ичкерии. Да, он был представителем Аслана в вопросах, связанных с Россией, который считал, что агент будет представлять интересы Ичкерии. Что было наивно, каким не был Джохар, который своих членов переговорного процесса не баловал, отстраняя при первом подозрении в связях с Россией. 2024 год. Этот текст мне прислали, и я его опубликовал. Я не автор, но все факты, которые здесь приводятся, они легко проверяются. Вот какая ситуация, отвратительнейшая ситуация, понимаете? Если мы хотим победить, конечно. А так, народ угробить там, разрушить там, кто-то там денег заработает на выделяемых суммах. Ну да, это удобно. Ну а чтобы победить, планы должны быть, действия должны быть по-другому совсем построены. Так. Спасибо, Дометьев, спасибо. Долой Российскую империю, здесь конфессии и религии в целом ни при чем. Суверенитет народов превыше всего. Совершенно верно. А разве Корчинский не был Ичкерия? Он говорил, что был. По-моему, был он. Я, по-моему, видел фотографию, где он там был. Может быть, он в составе российских вооруженных сил тоже там был. Ну, по-моему, и на нашей стороне он тоже там появлялся. Не во время, может, даже во время войны. Я не знаю все детали. Ну, абсолютно другу Дугина и Арестовича абсолютно не доверяю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Шамиль Ахмадов бо, что цачувен. Ночь сейт нисма бе бо, сожуктиву. Атро ночи за Палестину. Дет, что ночи дет за Палестину деш. Рэски кшт берши. Ишбу, ах хейкалца коуч бершабу. Асо ночи у хейкал коучвек. Рэскши пропаганда. Цатиш. Китё? Идущая дега. Кицаума дет. Рэскша луак деш, душу. Советс шалуак деш. А ночи валаха. Хундуэц уахин эс бешбу буал беш. Умный ночи вухо. Так. Так, друзья, мы уже 2 часа уже почти в эфире. Маш вой, мустам, вой. Заруливала дигду, лерло аккуратно на воду. Слава Ичкерии, героям слава. Так, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Кутай очень часто выступает на Ичкерии. Очень важно закон о люстрации. Абсолютно так. Совершенно так. Ливан. И Курочкины это вся одна кодла, вся одна банда, работающая на Россию, на Кремль. Это враги чеченского народа, чеченской независимости. Вы должны это все запомнить и понять. На этом я свой стрим заканчиваю. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль Маш Ойль.